В пункте передержки животных сложилась непростая ситуация. У жилкомсервиса на данный момент нет собственных средств для выполнения функций по отлову безнадзорных животных. Республиканская субсидия на работу с безнадзорными животными не поступила, так как до сих пор не принят соответствующий закон и не утверждены нормативы. Хотя, повторю, в соответствии с федеральным законом и нормативными актами, работа по отлову безнадзорных животных – это полномочия субъекта Российской Федерации. Совершенно верно. Вообще, я полагаю, что, конечно, следовало бы нам занимать более жесткую позицию и с 1 января 2020 года вообще закрыть пункт передержки. Ну, дело к этому идет, видимо. У вас же еще представление Якутскэнерго о том, что будет отключена электроэнергия в связи с имеющейся задолженностью. Буквально в понедельник, следующий 23 числа, Якутскэнерго уведомил о том, что будет прекращена поставки электроэнергии нашему предприятию. Помимо финансовых трудностей и правовых полномочий по отлову безнадзорных животных, прокуратура города Якутска выписала требования жилкомсервису. Отлов животных должен производиться только спецавтотранспортом, который должен быть оборудован по всем правилам нового закона. Это сетки, отделения и прочие вещи. Этого транспорта в городе Якутске нет. И в 100-й раз повторяю, что Республика Саха-Якутия из республиканского бюджета городу Якутску на все эти мероприятия деньги так и не выделены по сей день. Более того, речь идет о гуманном отлове. Сетколовов у нас всего 2, которые мы приобрели на собственные средства. Денег опять нет. Более того, на ГСМ денег нет, и электроэнергию в ближайшее время отключат. Поэтому уведомить Департамент ветеринарии Республики Саха-Якутия о возможном закрытии пункта передержки, получается, на следующей неделе. Глава города дала поручение урегулировать вопрос по отключению электроэнергии в пункте передержки животных с Якутскэнерго. Сардана Аксентьева подчеркнула, отлов безнадзорных животных в городе необходимо продолжить, ведь от этого зависит здоровье и безопасность горожан.